Первая короткая рабочая неделя Нового года позади. Самое время подвести ее итоги. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вначале коротко о ключевых темах выпуска. Всю квартплату выплатить, а потом жить, на что кормить, на что иммунитет. Тепловой удар или перерасчет за отопление. Почти в 500 домах, где выставили огромные счета, проверят исправность счетчиков. Каждую ситуацию мы также рассматриваем индивидуально и предоставляем жителям рассрочку платежа. Откуда в квитанциях утроенные цифры. В коммунальной арифметике разбирался Азат Садреев. Вот это цветы, это, наверное, родственники установили. Опасное развлечение, катание на тюбинге по необорудованному склону обернулось трагедией. Кровь здесь текла. Здесь вся. Замотали мне голову бинтом, а руку поставили гипс. Переломы, вывихи, сотрясения. Врачи констатируют рост пациентов в отделениях травматологии. Дурной пример детям подают взрослые. Неизвестная катастрофа, кто и почему засекретил данные о крушении поездов под Чешмами в годы Великой Отечественной войны. Слово «диверсия» тогда просто витало всегда. Воспоминания свидетелей тех страшных событий. Вы здесь копали кусочки фрагментов тел. Где ребро, где пальчики. Герои на фронте, безымянные в тылу. Об обстоятельствах трагедии, в которой вопросов больше, чем ответов. Специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Сканирование истории. Вот, например, фильм «Липовый». Про Мустай Карина. Башкирская киностудия приступила к оцифровке редких пленочных архивов. Незаконченный фильм Амира Абдразакова будет доснят. С хоккейной клюшкой, но в футбольных носках и с мыслью о снеге. Придется, конечно, играть так же, как и в Москве играют в этой по ночам, поэтому и ночная хоккейная лига. В республике создана ночная лига. Игроки набраны, команда в поиске названия. Из-за пожара в уфимском ресторане «Высота» эвакуированы 43 человека, из них 4 детей. На месте работает несколько пожарных машин. Задымление идет с верхних этажей, а тушение направлено главным образом на тепловые трубы. На данный момент известно, что открытое горение ликвидировано, погибших и пострадавших нет. Пользователи соцсетей уже прокомментировали события. Некоторые подчеркнули, что это не первый пожар в ресторане, поэтому, по их мнению, проблема может быть в неправильной пожарной сигнализации или же в ее эксплуатации. Тем временем в Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в республике ближайшие сутки, вплоть до вечера понедельника. Как сообщает Главное управление регионального МЧС, скорость ветра местами составит 20 метров в секунду. Ожидается гололед и снежные заносы. Температура воздуха ночью -5, -10, днем -3, -8 градусов мороза. На автодорогах ухудшение видимости до 500 метров. Не исключены пробки, поэтому госавтоинспекторы призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию. А утром понедельника выехать чуть ранее привычного, чтобы первую полноценную рабочую неделю Нового года не начать с выговора начальства за опоздание. Ну а сейчас к самой обсуждаемой теме недели – перерасчетах за отопление. Жильцы почти 500 многоквартирных домов по всему Башкортостану получили квитанции, где в графе «За тепло» числятся суммы, втрое превышающие показатели прошлого месяца. В правительстве региона по этому поводу было созвано специальное совещание, где и приняли решение. В домах, где выставили огромные счета за отопление, проверят исправность счетчиков. Этим в течение 2 ближайших недель будет заниматься комиссия, в состав которой войдут специалисты Госкомитета по жилищному надзору, ресурсоснабжающие организации и общественники. При этом в Баш-РТС уже заявили, что готовы дать рассрочку на оплату платежей. Правда, не всем. Азат Садреев разбирался в тонкостях коммунальной арифметики. Всю квартплату выплатить, а потом жить, на что кормить, на что иммунитет. 12 тысяч 10 рублей, и это только за отопление. При этом больше половины суммы – некий перерасчет. Отец 7 детей возмущен, чтобы свести концы с концами. Экономить придется на еде. Только как теперь пояснить вынужденную диету домочадцам? Откуда такие цифры в платежке, недоумевают прежде всего пенсионеры. В октябре месяце они начисляют 4 тысячи, 3 800. А через месяц мы уже получаем квитанцию 6, у нас 6300, а в этом месяце уже 12. И что это такое? Один из первых вопросов, как произошло доначисление, мы готовы дать разъяснение. И второй вопрос, а есть ли рассрочка платы? Каждую ситуацию мы также рассматриваем индивидуально и предоставляем жителям рассрочку платежа.
Платежки с дополнительными начислениями за декабрь пришли жителям 485 многоквартирных домов по всей республике. Большая часть из них – столичные многоэтажки. Все дело в перерасчете за отопление. В сентябре прошлого года республика перешла на новую схему. Жители отныне платят за тепло по факту лишь в отопительный период, а не равномерно в течение всего календарного года. С начала этого года в Госкомитет и в целом в соцсетях активно начали поступать обращения граждан по факту несогласия с поступившими платежными документами, с платой, которую начислила ООО «Баш-РТС». Еще раз говорю, что это ежегодная корректировка, она в принципе законом предусмотрена. И, конечно же, корректировка может быть как в положительную сторону, так и в отрицательную. Ресурсоснабжающая организация уверяет, что не досчиталось 66,5 миллионов рублей за уже израсходованное тепло. К приборам учета, установленных в многоквартирных домах, Баш-РТС прямого доступа не имеет. Данные берутся у управляющих компаний. Не исключено, что по ряду адресов счетчики наматывают больше. Их исправность и правильность перерасчета теперь и будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут еще и представители Госкомитета по жилищному надзору и даже общественники. По тем домам, где произошли доначисления платы граждан в сторону увеличения, будем совместно обходить, осматривать приборы учета на предмет корректности работы и вообще работоспособности этих приборов учета. После этого будет приниматься решение, насколько правильно были сделаны эти доначисления, и даваться разъяснения жителям или делаться перерасчет. В Баш-РТС заявляет, что в следующем месяце перерасчета не будет. Такую большую сумму необходимо заплатить один раз. Стоит отметить, что согласно жилищному кодексу ресурсоснабжающая организация вправе предоставить населению беспроцентную рассрочку на 3 месяца для оплаты долгов. Но это уже на их совести. К слову, по адресу Жукова 3/3 выяснилось, что на 2 дома установлен лишь 1 тепловой счетчик. Люди оказались заложниками вот этой системы и вынуждены платить по нормативу, хотя, в принципе, есть здесь возможность ставить счетчики. Я сегодня же доложу своему руководству, региональному руководителю общественного контроля этой ситуации, и, вероятно, все это будет доложено главе. На совещании в правительстве было принято решение, чтобы избежать махинаций, все расчеты должны стать прозрачными. Уже в ближайшее время Баш-РТС обязался вывесить информацию по каждому дому на своем официальном сайте. В случае несогласия с суммой корректировки получить консультацию можно по многоканальному телефону Баш-РТС 8 800 511 30 15. Вы также вправе обратиться с платежными документами в Госкомитет Республики по жилищному и строительному надзору. В этом случае ведомство проведет собственную проверку. Азат Садреев, Айгуль Хатипова, Азамат Мухаммедшин и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Уфа. Не у всех новогодние праздники оставят приятные воспоминания. С начала года резко увеличилось число обращений в травмпункты и больницы. Как пояснили в региональном Минздраве, это связано с тем, что во время длинных выходных жители становятся активнее, но зачастую забывают о мерах безопасности. Не обошлось в эти дни без трагедии. В Уфе во время катания со склона, который не был оборудован для этого, погиб 65-летний мужчина. Стоит отметить, на коленях у него при этом была маленькая внучка. Репортаж Екатерины Тимиряевой. Голова не кружится? Животик не болит? 8-летняя Оля в Уфимской 17-й больнице проведет еще несколько дней. Попала она сюда после того, как неудачно скатилась с горки. По словам мамы, девочка стукнулась о борт головой, после чего ее состояние ухудшилось. Начались рвота, головокружение. Следить надо за детьми, потому что многих случаев много очень. Да, те резиновые. На обычных каталках лучше катаются. У другой пациентки, 10-летней Даши Мишиной, реабилитация после ДТП. Авария произошла, когда всей семьей возвращались после новогодней встречи с бабушкой. Девочки провели сложнейшую операцию на позвоночнике, вставили железную конструкцию, чтобы она могла ходить. По предварительным данным, водитель второго авто не справился с управлением, и его машину вынесло на встречную полосу. За ребенка сразу страшно стало. Я первым делом вышла, потому что видела, что машина дымится. Вышла и сразу же к ребенку отцепила ее, вытащила. До 30 маленьких пациентов в день принимала в новогодние праздники 17-я детская больница Уфы. Как рассказали в медучреждении, большинство травм дети получили во время катания на тюбингах. Еще в приемном покое доктора сидели в приемном отделении и принимали пациентов, которые амбулаторные. То есть это различные раны, ушибы, кровоизлияния. Цветы, это, наверное, родственники установили.
На месте трагической гибели пенсионера, который умер, катаясь на тюбинге с 7-летней внучкой на несанкционированной горке, профилактический рейд. Ну, родители вроде, когда с ними беседуешь, вроде понимают, но делает свое дело, все равно катается. Очень опасно. Около каждого такого опасного участка ни инспектора, ни общественника не поставить, поэтому здесь вся ответственность лежит на родителях, либо на детях, как родители им это объяснили, что с таких участков кататься нельзя. Кататься нельзя на склоне у Конгресс-холла, но этим тоже многие пренебрегают. 7-летний Ильгиз попал в больницу, где ему диагностировали рассечение мягких тканей головы и перелом руки со смещением. Упал и кричал: «Мама!» Я все побежала. Кровь везде здесь текла. Здесь вся. И куртка, и шапка у нас вся в крови была. Я катался, где дерево, вот такой склон, где ходят люди, и там опасно было, чуть-чуть прокатился, ударился, упал, плакал, дерево ударился, замотали мне голову бинтом, а руку поставили гипс, вот. У этого места регулярно можно увидеть и скорую помощь, и сотрудников городского центра общественной безопасности. К резонным призывам быть аккуратнее уфимцы не всегда реагируют как надо. Здесь внизу стоит парапет бетонный, и штыри, получается, стоят, которые поливочная система. Их не видно, снежком припорошило, и поэтому очень много получают травмы из-за этого. Им предупреждаешь, а это никого не мешает и никого не слушается, вплоть до того, что даже драться лезут, чтобы лишь бы они покатались. Теперь после серьезного ЧП это понимает и Ильгиз Исенгулов. Мальчик, похоже, навсегда усвоил, где кататься совсем небезопасно. Есть деревья, не надо лучше. Безопасность прежде всего. Екатерина Тимиряева, Юлия Нигматуллина, Булат Закирьянов, Артур Елаев. Новости. Итоги. В Уфе обнаружили производство никотиносодержащих жвачек. Цех выявили сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицейскими. Они нашли более 700 единиц готовых к продаже изделий, сырье, оборудование для производства, коробки для упаковки и этикетки. Специалисты арестовали и изъяли все это, а сам цех опечатали. Жвачки переданы в лабораторию для детального исследования их состава. Отмечу, что информацию о местонахождении предприятия с говорящим названием Dark Force, что в переводе «темная сила», передали из Белгорода, куда находчивые предприниматели также сбывали свой опасный товар. Добавлю, в конце минувшего года в Башкирии был зафиксирован летальный случай. После употребления снюса погиб школьник. Глава республики потребовал убрать всю продукцию с прилавков, а прокуратура внесла в Госсобрание законопроект о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей. 133 магазина в Башкортостане нарушили сухой закон в новогодние праздники. Продавцы и предприниматели нашли лазейки, как обойти ограничения и штрафы. Покупатели и рады опустошить кошельки. Вот только многие заплатили еще и здоровьем. В итоге оказались на больничной койке. Предварительные итоги безалкогольных каникул подвел Ради Хабиров, отметив, что смертность от суррогата снизилась на 70%. От населения поступило свыше 1000 сообщений о точках продажи этой дряни. Многие из этих точек удалось прикрыть. Лилия Курбанова с подробностями. Я не могу сказать, Я не могу сказать! Неконтролируемые приступы – последствия алкогольного запоя. На момент съемок мужчина находился в больнице несколько часов. Сам он считал, что в медучреждении уже 2 дня. Пациента врачи вынуждены были привязать. Буйный. Еще и чемпион мира по кикбоксингу. Жалеете, что начали в новогодние праздники пить? Вопрос не в этом. Я хочу сказать, что Я не могу выразить эту мысль. Мужчину не остановило ограничение продажи алкоголя в праздничные дни. Запрет действовал 3 января, с 4 по 6, с 14 часов до 10 часов следующего дня. Но если говорить в целом, врачи-токсикологи отмечают положительную динамику. Больные стали поступать в менее тяжелом состоянии. Если они в 2019 году поступали в тяжелом состоянии, в крайне тяжелом состоянии, 3 из них были в реанимации, лечились в реанимации, то в этом году состояние этих пациентов, поступающих с токсичным действием алкоголя, было менее тяжелым. И в реанимации лечился только 1. В токсикологическое отделение люди поступают исключительно на каталках. После им становится чуть лучше, но передвигаться самостоятельно они все еще не могут. В среднем это длится от 1 до 4 дней. В это время пациентов на обследование возят на инвалидных колясках.
Алкогольная зависимость подобна наркотической. Как только вещество выводится из организма, то есть начинается похмелье, организм требует новой дозы. В первую очередь страдает голова. Этиловый спирт гасит работу клеток мозга и вместе с тем вызывает эйфорию. Алкоголь также расщепляется, выделяются токсичные ферменты. И во время или после одного из запоев внезапная смерть, если врачи не успеют помочь. У нас есть такой элемент лимбической системы, это система, отвечающая за удовольствие. У нее две функции. Первая функция – продолжение рода, вторая функция – это потребление пищи. И алкоголь и наркотики в эту систему встраиваются и становятся фундаментальной потребностью. Если мы говорим о риске, то у каждого конкретного человека есть свой уровень риска заболеть алкоголизмом. Естественно, чтобы заболеть алкоголизмом, необходима инициация приема алкоголя. Новогодний сухой закон в Башкортостане нарушили 133 магазина. Факты зарегистрированы благодаря единой государственной автоматизированной информационной системе. Законодательство предусматривает административный штраф. На должностных лиц он составляет от 20 тысяч до 40 тысяч рублей и на юридических от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Однако не все нарушители заплатят штрафы. Продавцы в мелких деревенских магазинах нашли лазейку, как обойти закон. Продавцы мне говорили, что вот надо обязательно потом вернуть бутылку, когда не будет запрета в тот день, чтобы пробить эту бутылку через кассу. И все, больше никаких ограничений не было. Горячительные напитки можно было купить и законно. Запрет на продажу алкоголя не касался магазинов, которые имеют лицензию на оказание услуг общественного питания. Тем не менее, даже псевдокафе нарушали правила. Даже если это общепит, то они должны открывать бутылки. Но она продала в закрытом виде. То есть, когда мы подошли, вот сейчас мы открыли, вот даже газы пошли, да, и зашипело. В республике также идет борьба с суррогатом. В новогодние праздники поймали за руку жителя частного дома по улице Пушкина. Предприимчивый уфимец продал фанфурик несовершеннолетнему активисту. В республике сейчас продолжается проект «Стоп суррогат». Платят тем, кто сообщает о продавцах и производителях контрафакта. Более 1000 заявок поступило сейчас по линии партии «Молодой гвардии», где мы сами выявляли торговые точки. Точно могу сказать, что 2 человека на данный момент уже получили вознаграждение. Итоги сухого закона станут известны позже. Новогодний запой, по словам медиков, длится до 2 месяцев. Тяжелые пациенты, которые начали пить еще в конце декабря, поступают в отделение до конца февраля. Это больные люди. Выздороветь уже невозможно. Они сами выбирают – утонуть на дне стакана или бороться с зависимостью и жить. Лилия Курбанова, Азат Ашбулатов, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Железнодорожная катастрофа, о которой почти никто не знает. А ведь тогда погибли свыше 40 человек. Кто эти люди? Наверняка их ищут близкие. И что все же случилось тогда, в декабре 42-го, близ Чешмов? Безымянная трагедия. Специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. Он выйдет в эфир сразу после итогов недели. Неизвестная катастрофа. Кто и почему засекретил данные о крушении поездов под Чешмами в годы Великой Отечественной войны? Слово «диверсия» тогда просто витало всегда. Доктор, 14-й вагон горит. Отцепляй вагон, ребятки! Что рассказали живые свидетели страшных событий? Горели, говорит, люди голубым пламенем. Неупокоенные. Место захоронения останков погибших 42 человек зарастает бурьяном. Вы здесь копали кусочки фрагментов тел. Где ребро, где пальчики. Герои на фронте, безымянные в тылу. Фамилии погибших в поезде солдат и санитарок до сих пор неизвестны. Кружка красноармейца, вроде бы разорванная в клочья, да? Но видите, здесь видны инициалы БСВ. В народе его называли Федя. Именно такой локомотив в день катастрофы под Чешмами тащил за собой вагоны обоих санитарных поездов. В обстоятельствах трагедии, о которой никто не знал, разберемся в специальном репортаже. Владимир Путин назначил главного прокурора Башкирии. Указом президента России им стал Владимир Ведерников. До своего назначения он занимал пост заместителя прокурора Москвы. Региональное ведомство обрело своего руководителя в профессиональный праздник, ведь сегодня день синих мундиров. Их работа порой требует нестандартных решений. В канун праздника, например, прокуроры рассказали, как им удалось надавить на совесть работодателя, который в итоге выплатил около 18 миллионов рублей задолженности по зарплате без договора и без суда. В этом убедился и наш корреспондент Артур Шамсуддинов. Заберите карту, заберите деньги. Наконец-то деньги получил. Слава Богу.
Долгожданную зарплату Валерий Гриднев получил спустя 4 года. Думал, уже не дождется в свои 78. Директор уфимского предприятия вместе с подчиненными стали заложниками непростой ситуации. Они выполняли заказ для одной из воронежских фирм, но вот договор не заключили. В итоге компания отказалась платить гонорар. Сумма задолженности 18 миллионов 806 тысяч. А сотрудников всего 32. Меня вызвали в прокуратуру по факту задержки зарплаты. Я представил все документы и попросил прокуратуру, чтобы они помогли. Если бы они не занимались, мы бы не получили этих денег. По сути, прокуратуре удалось убедить недобросовестного работодателя заключить договор, что называется, задним числом. В канун профессионального праздника Валерий Гриднев вместе со своим коллегой пришли поблагодарить сотрудников надзорного ведомства. Прокурор Советского района Рустам Шайбаков к почестям не привык. Говорит, они просто обеспечили верховенство закона. В 2019 году прокуратура Советского района города Уфы добилась мерами актов прокурорского реагирования погашения задолженности на общую сумму около 50 миллионов рублей. Осуществляется надзор не только по трудовым правам, но и осуществляются многие другие надзоры в сфере противодействия коррупции. Прокуроры, например, не поверили, что сотрудник управления собственной безопасности башкирского МВД купил 8 квартир из десяток элитных авто на зарплату. Ее пришлось бы копить не меньше 40 лет. Достаточно громко прогремела история сотрудника антикоррупционного главка. Общая стоимость его имущества превысила 40 миллионов рублей при зарплате в 90 тысяч. Поводом для расследования, кстати, послужило выложенное в сеть видео весьма недешевого презента для своей возлюбленной. По результатам проверки незаконно нажитое богатство ушло в доход государству. Зачастую именно статья в газете, пост в социальных сетях, сюжет на телевидении становится основанием для того, чтобы прокуроры вышли на место, провели проверку и, если выявляются какие-то нарушения законодательства, оперативно приняли меры прокурорского реагирования. Именно от нее жители узнают о самых резонансных делах в республике. Гузель Масагутова, старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ. Всегда строгая и принципиальная. Именно такой ее привыкли видеть зрители и коллеги. Впрочем, это только на работе они стараются не показывать эмоции. В обычной жизни прокуроры такие же люди, для которых и творчество не чуждо. Их труд никогда не ограничивался часами рабочего времени. Вот и репетиции по вокалу Гузель Масагутова вынуждена проводить в окошке плотного графика, в свой обеденный перерыв. Но для нее такие занятия – что-то вроде релакса. Благодаря творчеству, благодаря музыке, вокалу, пению есть возможность выразить чувства и эмоции, которые мы не можем себе позволить выражать на работе. В минувшем году после вмешательства прокуратуры более 1000 детей с ограниченными возможностями здоровья стали получать положенную компенсацию за питание. Удалось отстоять права сирот, которых чиновники едва не заселили в непригодное жилье. Было пресечено почти 150 таких фактов. По результатам прокурорского вмешательства увеличилось финансирование в сфере обеспечения жильем детей-сирот. Прокуроры реагировали на факты, например, в сфере образования. Это незаконные поборы в школах. В области здравоохранения не обеспечивались необходимыми лекарственными средствами, медикаментами в целом. От их профессионализма, честности и личных качеств во многом зависит правопорядок в стране. И, конечно же, доверие людей. Не только к синим мундирам, но и правоохранительным органам в целом. Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах неправосудия, взяточничества и беззакония. Так определял задачи ведомства Петр I, который, по сути, и подписал указ о его создании. Спустя почти 300 лет цели все те же, разве что объемы работы выросли. Так совпало, что в этом году профессиональный праздник выпал на воскресный день, когда прокуроры могут позволить себе немного отдохнуть и провести время с близкими. Артур Шамсудинов, Фахид Халимов и Станислав Птица. Итоги недели. Питоны и львы под запретом, с бульдогом теперь есть только в наморднике, а контактных зоопарков больше не будет. 2020 становится едва ли не рекордсменом по количеству нововведений и ограничений, касающихся животных. Законотворцы решили обезопасить как зверей, так и людей. Теперь официально введены списки диких зверей, которых нельзя содержать дома, и особо опасных пород собак. Что изменится для четвероногих и их хозяев, расскажет Анастасия Ильчебаева.
Эти кадры были сделаны в августе прошлого года. Даже у 4 взрослых мужчин не сразу получается вырвать ребенка из пасти разъяренной собаки. Став мертвой, хваткой впился в бедро 3-летней девочки. Спустя время подходит хозяин, мужчина с голым торсом. После того, как собаку удалось оттащить, малышку вместе с родителями увезли в больницу. Я сама лично в рот залезла, начала туда, чтобы хотя бы что-то размять. Она ее вот прям терзает, дергает. В джинсах девочка была у нас. Аж джинсы начали трещать, вот видно. Потом смотрю, кровь пошла, она кричит. А тут смотрим, идет хозяин. Он идет, как будто на прогулку вышел. Вот он стукнул опять ей по голове, она разжала челюсти. Если хозяин не может совладать с псом и обеспечить безопасность окружающим, это сделает закон. С этого года запрещается выгул потенциально опасных пород без намордника и поводка. В перечень вошли 12. Среди них американский бандок, северокавказская овчарка, питбуль-мастиф, а также редкие для России буликута, бендог, гульдог и волкосоп. Последние, кстати, стоят на службе республиканского УФСИНа. Практика уникальна. Нигде в России больше их не используют. Для башкирского управления их вывел Александр Султанов. О воспитании собак, даже таких, он знает все. 30 лет на службе. Подчиненные слушаются беспрекословно. Арону 13 лет. Мама волчица, отец немецкая овчарка. Повадки диких предков дают о себе знать. Но даже этого с виду устрашающего зверя Александру Султанову удалось превратить в покладистого напарника. Ему не раз приходилось перевоспитывать собак. Кинолог признает, бойцовские породы можно сделать безопасными, но ими нужно заниматься, а это мало кто делает. С любой собакой можно послушно сделать, и с любой собакой можно сделать зверя. Но закон должен был уже давно существовать, как появился это собаки, бойцовые собаки в Российской Федерации. Это уже запаздывало, это надо было 20 лет тому назад уже, даже больше. Только их вывели, только они работали на бои между собаками, общество с него получило удовольствие этих пород. А воспитания этих пород не было. С 1 января обезопасили не только людей от зверей, но и наоборот. Контактные зоопарки будут работать по новым правилам и могут уже смело отказываться от прилагательного в названии. Прикасаться к животным отныне запрещено. Зверей можно кормить, фотографировать без вспышки, но категорически запрещается гладить и брать на руки. Есть животные, которые у нас отдельно вольеры, а есть животных, у которых нет домики. По новому закону мы должны им сделать. Делаем навесы в вольере, у них будет маленький уголочек, где они могут от людей отдохнуть. Они отошли, отдохнули, потом вышли, покушали, попили водичку, пообщались с людьми. Тась, смотри, а Мартюша кто у нас? Королевский питон. Пока маленькие дети просят у родителей котенка или щенка, у этой малышки есть куда более экзотичные питомцы. Ее мама и папа уже несколько лет содержат в квартире питона, удава и ящерицу. Вместе с рептилиями уживается и собака. Но создавать больше подобной зоопарки в России не получится. Новый закон запрещает содержание диких зверей дома. Просто нужно условия создавать оптимальные. То есть мы прежде чем завести, мы все уголки в квартире проверили, все сделали, чтобы, не дай бог, если даже убегут из террариума, никуда не уползли к соседям. Но бояться тем, кто завел питона или льва до 1 января 2020 года, не нужно. Животные останутся с хозяином, а вот тем, кто пренебрег ограничениями и после Нового года приютил у себя, например, медведя или ядовитую змею, с питомцем придется расстаться. Он будет конфискован, так что с этого года ответственности у двуногих перед четвероногими становится на порядок больше. Анастасия Ильчебаева, Роберт Давлетбердин, Наиль Гайнуллин. Итоги недели. В республике доснимут незавершенный фильм Амира Абдразакова. Известный режиссер и основатель киностудии «Башкортостан» свою последнюю работу «Крылья мои» посвятил сыновьям, знаменитым оперным певцам Оскару и Эльдару. Но закончить ее не успел. Теперь появилась возможность оцифровать отснятые на пленку материалы. На киностудии появился специальный сканер. С его помощью на электронные носители переведут все архивные ленты. Более 400 художественных и документальных фильмов, киножурналов и репортажей будут доступны в качестве Full HD и 4К. Как работает киносканер, узнал Эмиль Басареев. Вот, например, фильм «Липовый» про Мустай Карима. Каждая пленка на вес золота. На них запечатлена история республики за последние десятилетия. Художественные картины, документальная хроника и репортажи. И даже кадры, не вошедшие в фильмы, бережно хранятся. Большинство лент существует в единственном экземпляре. На них можно увидеть, как менялась Уфа и весь Башкортостан. Хранители архива говорят, что пленка может жить очень долго, но требует особого ухода. Каждый фильм мы подготавливаем. Подготавливаем – это значит увлажнение. Увлажнение – это отдельная аппаратура, туда кладется каждая кинопленка, это определенное время, там раствор и химические вещества.
Теперь пленки обретут новую жизнь. Специальный киносканер позволит перевести их все в цифровой формат. Причем видео будет высокого качества – Full HD и 4К. Путем сканирования самой пленки идет сканирование изображения, и также параллельно происходит сканирование звука. Аппарат снимает в RAW-формате, поэтому изображение передается на компьютер в той же цветовой гамме, как было снято ранее на кинопленку. После сканирования идет работа над изображением. Нужно почистить звук, обработать цвет и смонтировать отдельные части пленки. Объем многих фильмов занимает несколько рулонов. В одном таком футляре хранится примерно 300 метров пленки. Это 10 минут фильма. А чтобы ее оцифровать, потребуется около часа. Архивные фильмы смогут выкладывать в интернет. В этом году киностудия будет отмечать 30-летний юбилей, и возникла идея организовать спецпоказы лент в кинотеатре. Кстати, теперь появилась возможность доснять картину «Крылья мои», над которой начал работу основатель киностудии Амир Абдразаков. Амир Габдульманович снимал фильмы про своих сыновей, и он незавершенный остался, снял он на кинопленке, поэтому у нас режиссер Вилюра Адигамовна оцифрует эти фильмы и будет доснимать и завершим этот фильм. На киностудии отмечают, работа по оцифровке архива займет более года. И когда она завершится, пленки вновь уберут в хранилище. Таким образом будет сохранен первоисточник – ленты, имеющие высокую кинематографическую ценность. Эмиль Басареев, Тимур Каюмов. Итоги недели. Ну а теперь о спорте. Алга, Сайранова или Якширак. В Уфе создана новая хоккейная команда. Правда, с названием пока не определились, а вот состав ключевых игроков уже известен. Это вице-премьер правительства республики Андрей Назаров. Говорят, он неплохо играл в школьной команде в Заурале. Фанур Ягафаров, зам руководителя администрации главы Башкортостана и по совместительству президент Салават Юлаева Ринат Баширов, мэр Уфы Ульфат Мустафин, который, как отметили коллеги, все время думал о снеге и именно поэтому даже ушел сегодня с первой тренировки пораньше. В составе ночной лиги даже председатель попечительского совета футбольного клуба Уфа Ростислав Мурзагулов. Как было подмечено, играл он хоть и с клюшкой в руках, но все же в носках с футбольной символикой. Оба вида спорта нужны и важны, отметил он в подписи к фотографиям в соцсетях. Кто-то говорит назвать Алга, естественно, кто-то говорит назвать Якширак, кто-то говорит, что нужно назвать Сайранова, например. У меня был вариант ХК Уфа. Ну, придется, конечно, играть так же, как и в Москве играют в это спорта по ночам, поэтому и ночная хоккейная лига. Тем временем уфимский Салават Юлаев сегодня домашним матчем против рижского «Динамо» завершил домашнюю серию матчей. Команда Николая Цулыгина уверенно переиграла рижское «Динамо» со счетом 5-0. Итоги встречи подведет мой коллега Артем Кочешев. Салават Юлаев завершил сегодня первую в 2020 году серию домашних матчей. Соперником была команда, один из главных аутсайдеров лиги, «Динамо» из Риги. И уже на первых минутах юлаевцам удалось показать, что исход встречи в принципе предопределен. Владимир Жарков довольно быстро счет открыл. И в дальнейшем уже не возникало никаких сомнений, что именно Салават Юлаев сегодня наберет 2 очка за победу. Во втором периоде в итоге удалось уфимцам свое преимущество упрочить в игре в большинстве. Сразу 2 большинства подряд были реализованы. Сначала отличился Тимур Хартиканин, а затем Эдуард Гиматов. Таким образом, после 40 минут игры счет на табло был 3-0. И мы узнали мнение об игре легенды юлаевского клуба Игоря Волкова. И он достаточно жестко высказался относительно игры соперника Салаватова в этом матче. В целом Салават выглядит поинтересней, более мастеровитые игроки, и поэтому они более содержательную игру показывают. «Динамо» Рига мне абсолютно не нравится. Я не знаю, что они вообще делают в КХЛ, поэтому предпочтение Салавату Юлаеву. Ну а в третьем периоде юлаевцы только упрочили свое без того весомое преимущество. Еще 2 шайбы в воротах рижской команды оказалось. Свой первый гол в КХЛ за Салават Юлаев забросил нападающий Алексей Кручинин. Ну а окончательный счет 5-0 установил Эдуард Гиматов. Таким образом, воспитанник уфимского хоккея сделал дубль в этой встрече. Итоговый счет 5-0, победа Салавата. Хорошо, что забили быстрый гол.
забили быстрый гол, в принципе, сразу так игра, сразу взяли инициативу, так игра пошла где-то даже по нашему сценарию. В принципе, даже то, что у своих ворот там создавалось, оно где-то с наших ошибок больше, то есть соперник, в принципе, так ничего сам-то не придумывал. Здорово, да, что реализовали эти два большинства, которые, в принципе, очень помогли, так сказать, остудить игру и более-менее спокойно русло перевести. То есть ребята сегодня сыграли хорошо, что смогли использовать свои голы и более-менее надежно сыграть в обороне. Если подводить итоги серии в целом, то уфимцы набрали 5 очков из 8 возможных, обыграв ЦСКА и Рижское «Динамо», но уступив при этом Ярославскому «Локомотиву» и Московскому «Динамо». Следующий матч уфимцы проведут на выезде 14 января в столице Казахстана Нур-Султане. Артем Котшев специально для итогов недели. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Ну а прямо сейчас специальный репортаж Юлии Нигматуллиной «Безымянная трагедия». Не пропустите, будет интересно. До свидания.